В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Маркировка лекарства, индексация пенсии и налоги для самозанятых. Что изменится в жизни россиян с июля? Сегодня День работников морского и речного флота. В этом выпуске расскажем о семье из Ленского района, которая в полном составе работает на теплоходе. Масс-рестлинг набирает все большей популярности в мире. В США идет работа над фильмом о спортсменах, которых объединило якутское национальное состязание. Минэкологии Якутии выясняет причину гибели рыб на озере Аналах Нюрбинского района. Экологи взяли пробы воды и отправили на экологическую экспертизу, а образцы рыб будут переданы в научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера СВФУ. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение. Отмечается, что вблизи озера Аналах отсутствуют промышленные и производственные объекты. Участок автодороги Лена у Чульмана закроют для движения. Его перекроют завтра в 7 часов утра для замены аварийного участка трубопровода магистральной теплосети «Аэропорт», проходящего под федеральной трассой. Ремонтные работы продлятся до 8 июля включительно. Организация проезда будет осуществляться через поселок Чульман. Теперь о важных изменениях, которые с 1 июля действуют в нашей стране. В разных сферах, но все касаются миллионов людей. Например, это индексация пенсий, усиление контроля за микрокредитными организациями или упрощение получения гражданства. Обо всем по порядку. Дмитрий Тымыров. Поправки в Конституцию, которые одобрили более 3/4 проголосовавших россиян, вступили в силу. Такой указ в пятницу 3 июля подписал президент России Владимир Путин. Обновленный текст основного закона был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации на странице под названием «Конституция президента Российской Федерации». Напомним, всего в Конституции было внесено 206 поправок. В соответствии с этим требуется изменить 98 законов. Теперь о ЖКХ. С 1 июля были проиндексированы тарифы ЖКХ, а также с этого года начинается внедрение умных счетчиков электроэнергии, предусмотренное законом 2018 года. Такие счетчики смогут передавать показания удаленно. Ответственными за этот процесс будут энергосбытовые компании. Теперь можно вернуть деньги за отмененный проезд. С 1 июля вступили в силу постановления правительства, в соответствии с которым пассажиры смогут вернуть деньги при отмене поезда дальнего следования из-за ЧС или угрозы ее возникновения, или введения режима повышенной готовности по всей России или на ее части. Вместо возврата денег пассажир может осуществить поездку по тому же маршруту вагоном того же класса в течение года после устранения обстоятельств, из-за которых отправление было отменено. Медосмотр для водителей по новым правилам. С 1 июля обязательный медицинский осмотр для водителей и кандидатов в водители становится строже. Он обязательно должен включать в себя анализ на следы психоактивных веществ в моче, качественный и количественный анализ сыворотки крови на карбогидрат-дефицитный трансферин. Прежде такие анализы назначались врачом в особых случаях. Последствия нововведения очевидны из-за 2 новых обязательных анализов. Медосмотр для водителей подорожает. С 1 июля стала обязательной маркировка лекарств. Препараты, поступившие в оборот до этой даты, можно будет продавать до конца их срока годности. Законом предусмотрены штрафы за несвоевременное внесение данных или внесение недостоверных сведений в систему мониторинга. От 5000 до 10 тысяч для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Индексация пенсий. Теперь пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями, будут ежегодно индексировать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Пенсии и социальные выплаты теперь только на карту МЕР. Выплаты от пенсионного фонда, если они совершаются на банковскую карту с 1 июля 2020 года, должны переводиться только на карту платежной системы МЕР. Упрощение получения гражданства. С 24 июля некоторые лица без гражданства России и иностранцы могут получить гражданство в упрощенном порядке. Нововведение распространяется на граждан Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины, на лица, имеющие хотя бы
бы одного родителя гражданина России, проживающего на территории страны. На лица не менее 3 лет, состоящие в браке с гражданином России, проживающим на территории страны, и на лица, получившие после 1 июля образование по аккредитованным программам на территории России и работающие в России не менее 1 года до дня обращения. Также с 24 июля требование об обязательном отказе от иностранного гражданства для получения российского отменяется. Усиление практики для студентов. Так, с 1 июля власти страны ввели новое понятие «практическая подготовка обучающихся». Эксперты считают его шире понятия практики, так как оно подразумевает усиление организации обучения студентов в организациях по их профилю. Это позволит выпускникам получить опыт работы на предприятии и включиться в рабочий процесс сразу после выпуска. Правительство страны выделило 11 миллиардов рублей на выплаты медикам и соцработникам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Кабмин планирует выделить почти 7,5 миллиардов рублей на выплаты за июль для медиков, которые находятся в непосредственном контакте с больными с коронавирусом. Еще 3,5 миллиарда рублей должны быть выделены на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными с коронавирусом и людьми из группы риска. Работники старше 65 лет могут уйти на больничный до окончания режима самоизоляции в Якутии, то есть до 14 июля. Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования. Напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в фонд. Гражданам не нужно предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Есть небольшое отличительное свойство техническое на 5-й этап. Заключается оно в том, что на одного человека придется работодателю отправлять 4 реестра, так как 4 этапа принято в Республике Саха-Якутия. Этапы у нас все утверждены указом главы Республики Саха-Якутия, и все это выложено на сайте. Второй отличительной чертой является, допустим, у нас период 7 дней, один период, и если за эти 7 дней в этот период необходимо страхователю оплатить только 5 дней, значит автоматически больничный будет выписан на 5 дней. То есть количество дней по больничному листу равно количеству дней оплаты больничного листа. Роспотребнадзор до конца этого года установил для школ, детских садов и лагерей особые санитарные правила. Итак, детям в обязательном порядке рекомендовано измерять температуру. В лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов. В школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное оборудование. Например, уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии. Дошкольники также должны заниматься отдельными группами. Игрушки в детских садах будут дезинфицировать каждый день. Помимо этого, до конца этого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Исключения будут сделаны лишь для тех, кто проживает в арктической зоне. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают капитаны дальнего плавания. День работников морского и речного флота установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года и отмечается не только в России, но и других странах постсоветского пространства. В этот день чествуют всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей. На сегодняшний день сеть внутренних водных путей России одна из самых протяженных в мире и составляет более 1000 километров. Усилиями многих поколений российских моряков наш флот успешно конкурирует на водных просторах мира с крупными морскими державами. Каково это – уходить в навигацию на 6 месяцев, полгода не видеть семью? Практически каждый речник знаком с такой проблемой. Но только не династия Бабенко. Семья в полном составе уже давно работает на теплоходе «Владимир Герасимец». Наши коллеги побывали на судне и познакомились с семьей.
Теплоход «Владимир Герасимец» – образцовое судно, так считает руководство «Алроса» Лена. А все дело в команде. Капитан опытный, помощник тоже. А главное, здесь работает семейная династия из 3 человек. С супругой мы работали давно еще в Островской рэп-флота. Она поваром пришла, и мы долго работали в Островской рэп. Она на протяжении 20 лет. Ну и потом, когда я пришел в судоходную компанию «Алроса» Лена, в 2005 году, в 2006 году она пришла тоже. И вот так мы работаем. Все равно вместе лучше, потому что полгода без выходных, вот семью не видишь, а так мы вместе с семьей работаем, как-то полегче. Я уходила, 2 года не работала, вот в этом году опять пришла. Поэтому вот решили с мужем еще маленько поработать. Если Татьяна отвечает на судне за быт, уют и просто заботится о своих домашних, то сын Андрей выбрал профессию по другим соображениям. Все детство он наблюдал за отцом и так влюбился в речное дело. Позднее, волею судьбы, они стали работать вместе. Все-таки интереснее как-то, и всегда помощь подсказывают, тем более, когда отец, если начальник, многому научит. Как дальше повернется судьба династии, не знает никто. Но одним фактом они уже вписали себя в историю судоходства Якутии. На 3 членов семьи приходится порядка 76 лет речного трудового стажа. Ксения Исламова, Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Масс-рестлинг набирает все большую популярность в мире. Уже почти в 50 странах есть свои официальные федерации. Рассказать об этой большой интернациональной семье должен документальный фильм, над которым сейчас идет работа. Его героями стали спортсмены из разных континентов, которых объединило якутское национальное состязание. Сегодня мы расскажем об одной из героинь. Это американка Николь Хайм. Я заметил здесь самодельную доску для масс-рестлинга, вы только поглядите. Да, та самая доска, что мы сделали в подвале. Итак, я вижу, ты тренируешься здесь самостоятельно. С кем ты практикуешься в стенах этого зала? Со мной тренируются еще 2 девчонки. Одна из них Эмбер. Она сейчас где-то в этом зале занимается своими делами. Николь приходит в этот зал практически каждый день. Она первая американка, выигравшая Кубок мира по масс-рестлингу. И считается одной из самых серьезных конкуренток на любых соревнованиях. Перетягиванием палки девушка занимается 3 года. И за это время для себя окончательно определила, что масс-рестлинг не просто спорт. Это мироощущение, а люди вокруг – это семья. Масс-рестлинг научил нас уважать соперников. Да, мы состязаемся, но вот мы уже жмем руки друг другу, потому что понимаем, что мы в этом спорте надолго. Время связало нас, так как иначе просто быть не могло. Николь не переставала заниматься масс-рестлингом даже в самые сложные для себя периоды. Несколько лет назад ей поставили диагноз «рак». Но это не уменьшило ее желание бороться не только за свою жизнь, но и за победы на помосте. Например, за неделю до начала венгерского этапа Кубка мира в 2017 году она все еще проходила химиотерапию. Все считают, что моя история полна трудностей, потому что у меня был рак. Но я встретила Мелиссу Эдвардс. Она перенесла 2 инсульта и начала свой путь в спорте буквально с нуля. Я познакомилась с Отдом Хоганом, который перенес операцию по замене тазобедренного сустава, а уже через 2 дня выступал будто 360-килограммовый молодчик. Эти люди показали мне, что трудности есть у всех. Тогда в Венгрии она выиграла бронзу, но для нее и ее команды это была настоящая победа. Когда международная команда энтузиастов решила снимать фильм о масс-рестлинге, никто и не сомневался, что в нем должна быть история Николь. Когда мы приехали домой к Николь, нас встретила деревенская девушка с яркой улыбкой, и она просто излучала счастье. Мы сели и начали разговаривать. Я понял, что она герой. Она каждый день преодолевает такие трудности, и она все еще борется. Николь продолжает тренироваться и мечтает не только о новых победах, но и о том, что когда-нибудь приедет в Якутию, на родину масс-рестлинга. Причем у нас в республике ее ждут, и пока эта реальная встреча не состоялась, поздравляют ее с будущим важным событием. В октябре Николь должна выйти замуж, прислала мне приглашение. Спасибо и Николь, и Райану за приглашение издалека. Хочу пожелать Николь здоровья, занимайся спортом и дальше развивай масс-рестлинг. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Индиана, США. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.